Здравствуйте, дорогие наши зрители, дорогие наши друзья. Наступила среда, 9 апреля 2025 года. В Башкортостане 9 часов утра. Это время для выхода прямого эфира «Аспектов Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». На месте, в среде, скажем, в которой мы встречаемся для того, чтобы называть вещи своими именами, говорить правду, не подстраиваться под конъюнктуру, под глобальную политику государственную, а делать то, что мы считаем правильным и единственно верным. Спасибо всем, кто с нами сегодня. Впрочем, как и всегда, я жду ваших сообщений, лайков в чате нашей трансляции, причем не только в Ютубе, но и в Телеграм-канале. Если вдруг для кого-то это актуально, сообщаю, что при невозможности смотреть в Ютубе, можно смотреть в Телеграме. Там менее технологично, может быть, но смысл тот же. Картинка есть, звук есть, и даже комментарии писать в чате можно. Зрители там буквально раз-два и обчелся на сегодняшний день, но зато есть даже какая-то активность благодаря нашему постоянному подписчику Зайнулле, который вот уже на месте. Доброго утра всем желает и всех приветствует. Вот отдельно, конечно же, я вижу ваши сообщения в Ютубе. Доброго утра желает Римма, Азат, Фарваз, Стобавовна. И таким образом свидетельствует, что наши главные зрители, наш костяк, основа, если хотите, вся на месте. Середина недели, не то чтобы много каких-то таких принципиальных событий, но всегда есть о чем поговорить, всегда есть что обсудить. Поэтому давайте начнем с новостей страны и мира по итогам вчерашнего дня эхо новостей. США увеличат пошлины на китайские товары до 104%, сообщили в Белом доме. Дональд Трамп грозил это сделать, если Пекин не отменит ответные меры на его тарифы. Кроме того, сегодня американский президент предложил ослабить пошлины на европейские товары, если Евросоюз закупит у США энергоресурсы на 350 миллиардов долларов. Госдума приняла поправки, которые увеличивают срок действия решения о призыве до 1 года. Это значит, что по решению комиссии военкомата, которая по какой-либо причине не была исполнена, мужчину можно будет отправить в армию во время следующих призывов. Студент Газпром-техникума в Новом Уренгое открыл стрельбу в учебном заведении. Подросток пронес с собой пневматический пистолет. Пострадавших нет, сообщает полиция. Накануне в другом образовательном учреждении города подросток ударил ножом охранника. Пострадавший госпитализирован, а нападавший отправлен в психоневрологический диспансер. Власти Латвии подтвердили, что на предполагаемого автора телеграм-канала ВЧК ОГПУ было совершено покушение. При этом служба госбезопасности страны отвергла версию о наличии иностранного следа. Редакция ВЧК ОГПУ рассказала о попытке убийства вскоре после удаления канала из Телеграм. Как пишут важные истории, экс-журналист Росбалта по фамилии Шеварев, которого связывают с каналом, ранее получил в Латвии политическое убежище. Координационный совет белорусской оппозиции подтвердил утечку своих документов. Речь идет о стратегическом плане, бюджете и внутренних отчетах, к которым имела доступ пропавшая в марте спикер Мельникова. Ранее эти документы начал публиковать в своем телеграм-канале белорусский пропагандист Роман Протасевич. По меньшей мере 27 человек погибли и более 150 получили ранения при обрушении крыши ночного клуба в столице Доминиканской Республики. Как сообщает BBC, ЧП случилось во время концерта популярного в стране певца Переса. Его дочь рассказала, что спасатели пытаются спасти музыканта, также оказавшегося под обломками.
Число смертных казней в мире выросло до максимальных значений за последние 9 лет. В 2024 году были казнены более 1500 человек в 15 странах, говорится в докладе Amnesty International. Правозащитники отмечают, что их данные не включают тысячи людей, которые, вероятно, были казнены в Китае, а также не содержат информации о числе смертных приговоров в КНДР, Вьетнаме, Сирии и Палестине. Таковы были новости «Эхо новостей» по итогам вчерашнего дня. Свежие новости к этому утру появятся через час. Мы обычно читали их раньше, когда выходили в эфиры в 10 утра. Теперь вынуждены довольствоваться вечерним выпуском. Однако же наиболее актуальные события, как показывает опыт, они пересекаются. Что в вечернем выпуске, что в утреннем. Что ж, совершенно немыслимые, казалось бы, еще вчера события, связанные с торговой войной, буквально развиваются на глазах. Какие-то немыслимые цифры звучат. Я уж не знаю, чего от этого ждать. Крайне сложно с пониманием все это анализировать. Иногда сталкиваюсь с мнением довольно-таки неглупых и авторитетных для меня людей в социальных сетях о том, что, может быть, это и не так плохо, как кажется на первый взгляд, потому что определенная встряска, какие-то изменения устоявшихся и устаревших правил, это иногда к лучшему, может быть, не сразу, не сходу, ну а с течением времени это может изменить что-то к лучшему. Якобы, условно, если взять конкретно Соединенные Штаты Америки и американское руководство, то нынешняя администрация во главе с Трампом – это хотя бы деятельные люди. Пусть местами и безумцы, но деятельные. А якобы это в противовес предыдущей администрации Байдена, совершенно никчемный, это как они пишут, и такой безинициативный, может все-таки стимулировать, скажем так, определенные процессы среди людей, среди бизнесменов, среди стран, в конце концов. То есть есть такое мнение, что если вы, в принципе, сторонник перемен и не боитесь перемен, не являетесь консерватором, то вы должны якобы поддержать происходящие во главе с Трампом изменения. Я напомню, что всегда исповедовал позицию именно эту, что не нужно бояться перемен, нужно каким-то образом двигаться к изменениям, даже рискуя порой, потому что консервация всякого рода устоявшихся принципов, даже хорошо работающих, в конечном итоге приводит к негативным последствиям. В общем, не то чтобы я изначально, или не то чтобы я в конце концов пересмотрел позицию тревоги по отношению к Трампу и его политике, но, скажем так, пытаюсь найти позитивное зерно в происходящем, и таким образом предлагаю вам тоже задуматься вот в этом направлении. Вот. Понятно, что надо отделять одно от другого, то есть есть вот эта вот экономическая политика, скажем, на мировой арене, есть его политика в попытке завершить украинский конфликт, хотя здесь, кстати, на этом треке успехов особо не видать. Мы видим, что переговоры то ли зашли уже в тупик, то ли вот-вот зайдут в тупик, по крайней мере, ничего нового, прорывного вот уже несколько дней не происходит, и никаких анонсов новых раундов мы тоже не слышим. В общем, все это само по себе живет отдельными треками. Ну, так или иначе, есть местами, если не повод для оптимизма, то, по крайней мере, повод задуматься, а не стоит ли на это смотреть более позитивно. Руслан Гельманов, салям, Башкортостан, пишет, и Юля, всем здравствуйте, также присоединяется к нашему разговору. Замечательно, друзья, что вы здесь. Кстати говоря, по возможности делитесь нашими стримами с теми, кому, может быть, на ваш взгляд, все-таки это интересно. Может быть, в вашем кругу еще остались такие люди, кто готов критически мыслить, у кого есть какое-то время, в конце концов, для того, чтобы слушать нас хотя бы фоном, знаете ли, не отвлекаясь отдельно для просиживания штанов, скажем так, у экрана телевизора там, или компьютера. Так. Ну вот Зайнула пишет в чате телеграм-канала: в России полностью отсутствуют демократические институты, в отличие от США.
в России может быть только хуже. Ну, если мы говорим про Россию, то да, наверное, тут я в этом смысле с вами согласен. У меня нет в этом смысле иллюзий, конечно. Так, ну что ж, есть у нас кворум. Все собрались, да? Кто должен был, наверное, к этому часу. Давайте смотреть, что у нас в новостях. Значит, по поводу оперативного совещания, которое состоялось на этой неделе на городском телеканале ЮТВ, неплохой обзор в деталях. Значит, начал Хабиров оперативку с того, что похвастался помещением Уфы на 5-е место в рейтинге среди городов-миллионников. С удивлением даже он обнаружил. И смотрите, что сказал. Впереди, смотрите, получается Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь и Уфа. Причем Пермью и Уфой разница в 1 балл. У нас 253 балла. Там сводный такой интегральный показатель. А у Перми 254. В принципе, вот такой высокий уровень Уфы. Видимо, не ожидал Хабиров, что Уфе почему-то такой рейтинг могут присвоить. Мы тоже не ожидали. Мы уже говорили, что один из ключевых показателей качества городской среды – это общественный транспорт, а в Уфе он фактически отсутствует в организованном виде, присутствует лишь в каком-то диком виде, в виде Техаса, если хотите, использовать терминологию хабировскую, да? В отличие от Перми, где этот вопрос решен еще несколько лет назад, и Пермь идет в качестве примера для того, как надо делать и решать вопросы общественного транспорта. Кто эти рейтинги составляет, на какой основе, как можно вообще сравнивать, рядом ставить Пермь и Уфу в современном виде. Это, конечно, нонсенс. Хотя, наверное, многие, кто постарше, прекрасно помнят и удивляются, как же так мы дожили до таких времен, когда мы стоим в рейтинге рядом с Пермью. Более того, отстаем от нее, а по нашему мнению должны еще и отставать больше. Ведь исторически, ну скажем, в позднесоветские годы, разумеется, Уфа была передовиком не только по сравнению с Пермью, но и по сравнению с подавляющим большинством всех городов, кто был вокруг. А сейчас, я не знаю, наверное, только с Оренбургом можно тягаться, и то вопрос спорный. Например, по качеству городской среды для обычных граждан, передвигающихся пешком, на мой взгляд, Оренбург превосходит Уфу. Там больше таких мест для прогулок, знаете ли, для отдыха. Есть, в конце концов, длинная пешеходная улица, которая органично вписывается в центральную часть города. Такая живая набережная и так далее, и так далее. В Уфе ничего этого нет. В общем, я не знаю, Уфа – это большой мегаполис, который сильно-сильно отстает и в отставании своем усиливается. Тем временем дальше. Министр транспорта Любовь Минакова рассказала, что от общей протяженности в 19 088 километров автодорог регионального и местного значения с асфальтом, что на 4320 километров больше по сравнению с прошлым докладом от 24 марта. Это что значит? На этой всей территории найдено 32 240 дефектов. Отремонтировано 12 880 дефектов. Значит, уборку мусора тут Хабиров комментировал. И советовал Минаковой, значит, заниматься дальше ремонтом дорог. Далее. Главы администраций некоторых районов связались тут по поводу паводка. И, в общем, Хабиров в очередной раз потребовал, чтобы все было нормально. В общем, ничего такого существенного нет. Если, наверное, кому-то интересно по оперативке, вы всегда знаете, где послушать подробный обзор, высказанный в довольно любопытной юмористической форме от политтехнолога Андрея Потылицына. Он, как говорится, профессионал в своем вопросе обзора оперативных совещаний. А мы будем дальше идти с вами к другим новостям. Ну вот на той же оперативке, как выделяет Башинформ в отдельную публикацию, вру, не на той же оперативке, на отдельной оперативке правительства под председательством Андрея Назарова,
Последний поручил Минтрансу завершить строительство восточного выезда в текущем 2025 году. Оказывается, по состоянию на текущий апрель техническая готовность восточного выезда составляет 91 с лишним %. В 2024 году был завершен первый этап строительства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и запущено движение по восточному выезду, по самому тоннелю и мосту, соответственно. А в 2025 году планируется соединить выезд с улицей имени города Галле, а также благоустроить прилегающие территории, построить дорожно-эксплуатационные предприятия. Ранее сообщалось, что за 8 месяцев работы восточного выезда через него проехало всего 3 миллиона 700 тысяч автомобилей. Ну, впечатляющие цифры, надо сказать. Доброго утра, Руслан и дорогая редакция, пишет Клара Целкина. Спасибо, Ренат Валеев с нами. Добрый день всем. Спасибо, друзья, спасибо. Делитесь мыслями по поводу того, о чем слышите или, может быть, не слышите, но хотелось бы услышать. Дальше новость такого, может быть, глобального характера. Проект «Говорит не Москва» сообщает, что в России планируют создать единую систему контроля за полетами беспилотников. На это выделено 862 миллиона рублей. Система должна быть создана до конца уже текущего года. Занимается этим концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», а непосредственно разработку поручили госкорпорации по организации воздушного движения. Значит, единая система обслуживания и управления дронами позволит интегрировать их в общее воздушное пространство, чтобы они не создавали помех для пилотируемой авиации. Платформа должна будет обеспечить взаимодействие пользователей дронов массой от 150 грамм до 30 килограмм с госкорпорацией и органами власти по принципу одного окна. Оказывается, сейчас существуют локальные системы управления, которые функционируют по своим правилам, что создает хаос в воздушном пространстве. И напоминает издание, что в 2022 году регионы начали вводить прямые запреты на полеты дронов в связи с войной. К концу 2023 года это произошло в 68 регионах, даже в максимально отдаленных от мест боевых действий, например, в Магаданской области и на Камчатке. Тотальный запрет был снят в марте 2024 года, но строгие ограничения продолжают действовать. Путин при этом требует к 2030 году добиться технологического лидерства России от беспилотников. Точнее, по беспилотникам. И тут я на что обращаю внимание. Речь идет о массе от 150 грамм, учитывая, что самые простые дроны, которые обычно не требовали каких-то документов, они весят 249 грамм, то даже они входят, получается, в планы российских властей по отслеживанию их полетов. То есть, грубо говоря, даже любой, я не знаю, сельский житель, решивший полетать на дроне над своим собственным приусадебным участком, должен будет, видимо, как-то отмечаться в этой глобальной системе и показывать факт своего взлета с поверхности Земли. Учитывая гигантские масштабы страны, конечно, задача стоит нетривиальная, скажем так, непростая. Дальше. Состоялось апелляционное заседание по делу Рауфы Рахимовой, издательницы медиапроекта «Пруфы». Она пыталась обжаловать решение о штрафе в отношении нее, который был вынесен последним недавно. Я напомню, ее штрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к властям, за ролик, который гулял в интернете с ее обращением после событий на Куштау в августе 2020 года, в котором она критиковала на тот момент соратника Радия Хабирова Ростислава Мурзагулова. И мы уже с вами констатировали, что весь, знаете ли, цимес, соль этой истории, наверное, вот даже в этом заключается, что они решили ее в очередной раз привлечь к ответственности, осудить за
критику человека, который сам сейчас критикует всю российскую действительность и своего бывшего шефа в частности. Видимо, чтобы продемонстрировать, смотрите, а мы и так можем, а захотим вот за это привлечем, а захотим вообще за что угодно привлечем, а вы не так где-то рот откроете и даже ничего сказать не успеете, и мы за это привлечем, если надо будет. То есть демонстрация всемогущества и вседозволенности таким образом происходит, на мой взгляд. Ой, может быть, кто-то скажет, что и по делам нечего было пытаться с системой договариваться, с ней заигрывать, демонстрировать патриотизм и поддержку так называемой специальной военной операции. То есть вы прогибаетесь, а вам вот так вот, соответственно, с барского плеча спускают издевательские решения судов. Есть и в этом определенный смысл. Но, опять же, радоваться по большому счету нечему, потому что мы в очередной раз видим, что при желании любого неугодного можно притягивать за уши, совершенно не имея даже на то реальных оснований. И что интересно, вот суд был, значит, и сами пруфы об этом написали в подробностях, в том числе о том, что суд даже не пытался выяснить, а кто ж таки все-таки был тем человеком, который опубликовал этот ролик в интернете, в частности в Рутубе. Дело в том, что не доказано, что публиковала это сама Рауфа Рахимова, она от этого отказывается, ее защита ходатайствовала, ладно, к суду с просьбой объявить, значит, розыск, так скажем, да, попытаться выяснить, кто это сделал, но суд этого делать не стал. Также на заседании не стали вызывать полицию, получается, составившую протокол, чтобы опросить полицейских о том, как вообще и где этот ролик обнаружен. Дальше Рауфа Рахимова выступила со своими словами, с речью. «Вы же понимаете, что основа безопасного государства и социального согласия – это справедливый суд. К сожалению, сегодня вы отказали нам во всех ходатайствах, но я считаю, что вы не должны участвовать в этом беззаконии. Мы, как медиаплатформа, выполняем свою работу в соответствии с законом о СМИ. Многим помогаем, и это очень не нравится руководству республики», – сказала она. В общем, вот так вот, как есть. Я думаю, что у нас с вами особо наивных тут слушателей не было, и все понимали, что именно так это закончится. И на этом же фоне надо сказать, что, опять же, еще одно дело, судя по всему, так или иначе будет рассмотрено в отношении Рахимовой. Оно касается инцидента, произошедшего на одном из предыдущих заседаний суда, как раз-таки, по-моему, по этому делу, когда был суд первой инстанции. Встретившись с провластным блогером Арсланом Нигаматьяновым, она, в общем, вступила с ним в перепалку, назовем это так. Тот фиксировал происходящее на видео и решил обвинить издательницу в нападении, если упрощать одним словом. И продолжает, в общем-то, эту линию гнуть, пишет об этом посты в своем телеграм-канале. И что-то мне подсказывает, что в этих условиях, каких условиях, понятно, может рассчитывать, имея в виду Арслан Нигаматьянов, на успех в очередном судебном противостоянии, которое будет идти в отношении Рауфы Рахимовой. Ну а дальше уже, как говорится, я не знаю, можно говорить, если, опять же, смотреть формально на эту историю, то она превращается буквально в рецидивистку, да? То есть несколько административных решений за короткий период. 2 уже есть, причем 2 уже устояли в Верховном суде. Остались кассационные инстанции. Это скорее формальность. Мы знаем, кассационный суд рассматривает процессуальные нарушения и, как правило, не отменяет решения верховных судов. Это бывает крайне редко. В общем, вот история, несмотря на всю свою ужасность, на весь свой трагизм, на мой взгляд, очень уместна в том смысле, что она
прекрасно иллюстрирует те реалии, в которых оказалась страна и республика, те нравы, которые царят сейчас в обществе, те принципы, которые действуют или бездействуют, если говорить о нормальных нравственных принципах. То есть в попытке выжить в этих античеловечных условиях, в попытке делать что-то привычное в этих самых условиях, люди вынуждены прогибаться, делать то, что им не свойственно, говорить то, что, возможно, для них является неприемлемым. Но даже это не помогает, поскольку в условиях, когда идет в том числе внутривидовая борьба и разворачивается маховик репрессий, рассчитывать на снисхождение и лояльность невозможно. Более того, даже те, кто были последовательно лояльными и встроенными в систему, каждый из них находится в ситуации, когда за ними могут прийти. Могут прийти. Не в прямом смысле, опять же, я думаю, что не должны вы утрировать в данный момент, да, или вот так превратно понимать мои слова. Могут прийти конкуренты, находящиеся рядом на одной и той же самой скамейке, или находящиеся где-то в соседнем здании в параллельном ведомстве. Это все есть. Посмотрите на, опять же, законотворческую активность Государственной Думы, которая добавила всякого рода ужесточений пока в отношении иностранных агентов. Но это тоже показатель того, что делаются шаги для того, чтобы системе было проще и быстрее штамповать всякого рода ограничительные решения и приговоры. То есть множество вариантов заочного рассмотрения появляется и так далее, и так далее. Это все на пути к созданию условных троек. Да, троек образца 1937 года. Для чего те были созданы? Для того, чтобы ускорить процесс так называемого судопроизводства, чтобы быстрее разобраться с врагами народа и государства внутри. Нынешние поправки ко всякого рода законам, принимаемые Госдумой, это еще не тройки, но, опять же, очередные шаги по направлению к их введению. Доживем ли, собственно, до троек, как говорится, покажет время. Тут еще любопытная вещь произошла на федеральном уровне, и об этом высказался депутат Уфимского городского совета, который баллотировался даже в мэры, Артур Шайнуров. Баллотировался он от КПРФ, я напомню, довольно интересный персонаж, состоятельный, строитель, конечно же, тоже еще может быть в Уфимском городском совете. Мы были знакомы лично, он бывал у меня на эфире, на «Эхе Москвы» в Уфе. Причем, по-моему, сам напросился, потому что я его не знал и не планировал знакомиться, и как-то вот мы там пообщались. Выяснилось, что мы даже земляки, по-моему, так было. Но не суть, не об этом речь сейчас. Речь о том, что, оказывается, 20 марта был принят федеральный закон, новый, об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, регулирующий, в числе прочих, порядок избрания глав городов, региональных столиц. То есть, посмотрите, и так прямые выборы мэров столиц практически ликвидированы по всей стране. По-моему, осталось 2 города каких-то. И то, правильно ли будет сказать, что они не областные центры? Наверное, да. В общем, Уфы это и так никогда не касалось. Все понятно. Но были какие-то вот выборы в горсовете. И, в общем-то, выдвигать свои кандидатуры даже вот на эти якобы выборы, в принципе, теоретически могли все желающие. Достаточно было собрать нужный пакет документов, пройти там некие процедуры в рамках конкурсной комиссии, и, в общем-то, человек с улицы даже мог оказаться в избирательном бюллетене. Шансов избраться, конечно же, никаких, потому что, сами знаете, кто там сидит, какие депутаты. Единороссы обязательно выберут того, кого надо. Но даже при всем при этом закон теперь такой. Кандидатуры на пост главы города теперь сможет выставлять только глава республики, ну или губернатор. То есть, понимаете, кандидатуры выставляет один человек.
Я не знаю, это вообще зачем? Зачем вообще выборы оставлять? Если есть губернатор, глава республики в нашем случае, если все и так прекрасно понимают, что он назначает мэра городов любого, да, города, любого района, и в законе сделано все, чтобы никто другой, в принципе, даже попытаться не мог, зачем, в принципе, эти выборы? Я вообще не понимаю эту логику. Отмените их нахрен вообще. И эти, и другие, все остальные. Ну, зачем, как говорится, переводить бумагу, тратить время людей, в данном случае депутатов, на то, чтобы они за кого-то там еще голосовали? Ну, разве может губернатор направить на выборы мэра столицы двух противоположных кандидатов? То есть одного того, кого он хочет видеть в качестве мэра, а второго, значит, конкурента, чтобы тот с этим противостоял. И чтобы они там в жесткой борьбе, значит, сошлись в смертельные схватки, и потом бы кто-то из них победил. То есть такое издевательство над здравым смыслом, что вообще как бы тут даже комментировать страшно. Просто страшно понимать, что они на серьезных щах вот это все принимают, и об этом какая-то якобы дискуссия идет. И вот Шайнуров, с которого я начал, в «Коммерсанте» вышел с текстом, я не знаю, интервью дал или что, и раскритиковал, представляете, вот эту вот законодательную уже не инициативу, а принятый закон. Раскритиковал, сказав, что это все неправильно. Ой. Ну, клоуны, конечно, все, и клоунами погоняют. И самое-то главное, что эта критика в рамках разрешенного пространства для маневра. Дело в том, что вся фракция КПРФ в Госдуме выступила против этих поправок. Мы же знаем, что в этой фракции есть области, в которых они могут не соглашаться с властями. Опять же, для того, чтобы создать какой-то информационный шум, какие-то телодвижения, чтобы возникали. И люди думали, что, смотрите-ка, оппозиция есть, и она против решения властей. Хотя мы прекрасно понимаем, что по всем ключевым вопросам КПРФ голосует солидарно вместе с «Единой Россией». И это никакой оппозицией не является. В общем, интересно будет посмотреть на этих людей, в их глаза, когда они в случае перемен начнут переобуваться и объяснять, что они иначе не могли, а на самом-то деле делали все, что могли в рамках тех возможностей, которые у них есть. Дальше, если хотите о приятном. Этногруппа Айола, герой нашего последнего месяца буквально, да, на первом месте оказались в музыкальных чартах разных самых. Они, наконец, покорили вершину чарта Яндекс.Музыки и стали занимать лидирующую позицию. Это очень важный показатель. У меня нет точных данных, но, по-моему, именно все-таки Яндекс.Музыка является лидером среди внутрироссийских сервисов по прослушиванию музыкального контента. Так вот, мало того, они заняли даже первое место в музыкальном чарте Украины, если говорить про сервис Apple Music. Удивительно, конечно. Группа все-таки из России, при этом этническая группа, при этом как минимум один из участников, скажем мягко, не против войны в Украине, но в Украине люди, невзирая на все это, наверное, вообще не зная ни о чем об этом, просто-напросто слушают ту музыку, которая им нравится. И это очень такой удивительный показатель и классный показатель того, как есть вещи, которые объединяют людей даже в тех ситуациях, когда, казалось бы, ничего общего среди них нет. Знаете, как бы это ни было прискорбно, зачастую украинцы, ну, по крайней мере, те, с кем я пересекаюсь, это, как правило, люди не самые там образованные, не самые просвещенные, они относятся ко всем россиянам одинаково. Для них зачастую все россияне – это русские. То есть, как и для любых других иностранцев. Мы понимаем, почему такое отношение, скажем, у американцев или у жителей любых других дальних стран. Но они не знают о пестроте
карты России, о том, что она населена на самом деле разными народами, и что внутри есть республики, которые до недавнего времени даже обладали признаками государственности. Для них вообще Russia и Russian – это одно и то же, сами понимаете, и все мы русские. Я вот уже после 22 года не раз сталкивался с тем, что даже украинцы, которые рядом, которые могли бы, в принципе, знать, что внутри России есть разные республики, зачастую с удивлением обнаруживали, когда я говорил, что я не русский, знаете ли. Как не русский? Ты же из России. Еще раз подчеркиваю, это касалось не всех, разумеется, и, наверное, так не все считают, но среди не самых образованных людей, обычных рядовых, скажем, сельских жителей, такой стереотип распространен. Так вот сейчас, с учетом того, что эта песня у них популярна, возможно, тех людей, кто узнает о том, что существует Республика Башкортостан, и у этого народа есть своя история, свой язык, своя культура, таких людей станет больше. И это как минимум уже неплохо. Разумеется, это волнует государственную власть в лице, по крайней мере, пропаганды пока еще. На канале «Россия-24» как минимум вышел сюжет, в котором начали объяснять, что творчество группы Айола – это вовсе не про подчеркивание национального самосознания малых народов. Это не про мысли о том, что, смотрите, мы имеем право говорить на своем языке, а это про то, что мы часть одной великой страны, в которой мы живем дружно и хотим всегда оставаться внутри в качестве младших братьев. То есть авторы группы об этом даже не говорили и не заикались, и не подчеркивали свое желание говорить о какой-то там уникальной самобытности, и уж тем более ни о каких сепаратистских настроениях среди участников группы уж точно никакой информации нет. Да, есть комментарии, многочисленные комментарии от слушателей, от жителей соседних государств, прежде всего Центральной Азии. И вы посмотрите, как, знаете ли, засвербило в некоторых местах у государства, как они испугались и начали лезть вперед батьки в пекло, предостерегать буквально и самих исполнителей, и их аудиторию, что нет, это вы вообще не про то. То есть вы, конечно, про то, но вы про дружбу. Удивительно, как это все вскрывает важные, знаете ли, болевые точки, если быть банальным, да, и вообще, больше скажу, это вскрывает такие нарывы, это вскрывает наши внутренние чаяния. Очень хорошо, что это случилось, и совершенно неважно, какую позицию публично демонстрируют ребята, тем более, что, опять же, находясь внутри, ничего другого демонстрировать они не могут и не смогут. Скорее всего, и на Донбасс съездят, куда же денутся, иначе придется уезжать за границу, получать статус иностранных агентов. Возможно, ребята к этому еще не готовы. Это, знаете ли, надо пройти длительный путь созревания. Надо ли это вообще? В общем, классно, что они есть. Это замечательно. И классно наблюдать за тем, как это нервирует власть в стране и ее рупор, соответственно, пропаганду. Они вроде бы не могут пух и прах раскритиковать. Ну за что критиковать? Ребята же не говорят про независимость, про сепаратизм, они говорят про поддержку СВО. То есть вроде критиковать их не за что. Более того, они популярны, они вроде как продвигают россиян за границей, но на самом-то деле они продвигают не совсем россиян за границей. И это бесит их, понимаете, не их, не исполнителей, а пропаганду. И они не знают, как это вот правильно интерпретировать, как правильно завернуть, чтобы все в конце концов поняли, как это выгодно пропаганде. Все это понимают. Ладно, не все. Многие понимают именно так, как понимают. И бесполезно здесь что-то пытаться втюхивать сверху. Так, да, в английском языке нет разницы между русскими и россиянами. Это все Russians. Именно так. Как думаете, заставит их зигануть? Я уже сказал, конечно, заставит. Если бы идея независимости была не актуальна, она бы давно ушла из повестки еще в тот момент, когда в первый раз Габбасов обозначил
А про это все больше и больше разговоров. Руслан Габасов, иностранный агент. Да, я напомню, это именно так. Я замечаю, что допускают диалог, как минимум, в этом направлении даже те, кто были крайне далеки от этой идеи. В общем-то, вот ваш покорный слуга, как говорится, один из них. И не мы в этом виноваты. Мы хотели иначе, мы хотели совершенно по-другому. Ну а тем временем продолжение темы. Покалеченного уфимца не отпускали с СВО. Какой смелый заголовок в медиакор-сети. Потерявшему часть стопы и способность нормально ходить бойцу пришлось обратиться наверх для увольнения со службы. Об этом сообщил депутат Госсобрания Альфит Нигаматьянов. Значит, мужчина, военнослужащий, обратился к депутату и его соратникам, устав обивать пороги кабинетов медиков и военных. Боец из республики получил серьезные ранения, потерял часть стопы. Несмотря на это, шеймуратовцу не торопились проводить врачебную комиссию и признавать травму. После обращения бойца к властям его дело сдвинулось с мертвой точки. Бойцу оперативно провели комиссию здоровья, признали ограниченно годным и отправили в запас, уволив со службы. Ну, это, знаете ли, самое мягкое и самое такое травоядное из того, что можно прочитать о событиях, которые происходят внутри так называемой СВО и в районе линии соприкосновения. Издевательства друг над другом, пытки, травля. Все это было, есть и, скорее всего, будет внутри вооруженных сил. Они не только, знаете ли, в отношении ни в чем невинных людей совершают гнусные поступки, но и в отношении друг друга. В общем-то, чего еще ждать, как говорится. Дальше, продолжая депутатскую тему. Глава молодежной общественной палаты республики стала советником спикера Курултая. 36-летняя Зарина Газизова, которая с 2018 года возглавляла молодежную общественную палату, стала советником Толкачева. Казалось бы, что в этом важного? На самом деле ничего абсолютно. Просто чтобы кто-то понимал, кто не в курсе. У нас, оказывается, помимо совершенно бесполезной обычной общественной палаты, помните, председателем ее в конце своей карьеры в Уфе был тот же самый Мурзагулов. Так вот, помимо этой общественной палаты, есть еще молодежная общественная палата, оказывается, которая существует многие годы, и у нее есть целый председатель. Мы, кстати, с Зариной Газизовой общались раньше немного. Помню, на интервью планировал ее, так не срослось. Да и, в общем-то, не жалко. И вот теперь она стала аж советником. Хотя мне казалось, что должна была бы давно уже и депутатом Курултая стать. По крайней мере, вот с последних выборов. О чем это говорит? Что иной раз вполне себе работоспособные люди, которые много лет могут быть рядом где-то с властью, ну, скажем так, на побегушках у нее, не факт, что попадут даже в разряд обычных депутатов. Ну, знаете ли, невелика честь быть депутатом Госсобрания Курултая Башкирии. У них реальных полномочий никаких. Многие работают вообще на общественных началах, без зарплаты, никаких льгот, благ, практически ничего нет. Вот даже сюда попасть, как мы видим, сложно. Не знаю, почему это важно, но вот как-то обратил внимание на эту судьбу, потому что, в общем-то, человек не чужой, скажем, да, а более-менее знакомый. Так. Тем временем страна и мир отметили рекорд хоккеиста Александра Овечкина, который стал абсолютным рекордсменом Национальной хоккейной лиги американо-канадской, забив 895 шайб в регулярных чемпионатах. Достижение действительно знаковое, любопытное, при том, что есть, скажем так, нюансы, скажем так, по количеству заработанных очков по системе гол плюс пас. Овечкин еще далек от рекорда того же Уэйна Грецки, но по личным голам действительно лидирует.
Что вокруг этого происходит? Разумеется, разговоры о том, насколько это действительно радостная новость, с учетом того, что на аватаре у Овечкина до сих пор красуется фотография его с Путиным. И известна, конечно же, история, что именно Овечкин был инициатором так называемой Путин Стим еще в 2017 году перед предпоследними путинскими выборами. При этом активно провоенную позицию, конечно, он не демонстрирует вроде бы, не занимает, но и не критикует ее, продолжая многие годы, с 2005, по-моему, года выступать за вашингтонский клуб Capitals и выступать успешно. Надо сказать, мне довелось побывать на одном матче Вашингтон Capitals с участием Александра Овечкина в ноябре 2019 года. В тот день он забил одну шайбу, но команда проиграла. В общем, атмосфера меня тогда поразила, конечно. 17-тысячная хоккейная арена в Вашингтоне с населением 700 тысяч человек. То есть Вашингтон меньше по населению, чем Уфа, а хоккейная арена больше, чем в 2 раза крупнее Уфимской Уфы-арены. При этом это был понедельник, рабочий день. Она была забита до отказа, матч был рядовой, обычный, и соперник не был какой-то там принципиальный. В общем, болеют они классно, они это делать умеют. Больше половины присутствующих болельщиков были одеты в мерч, да, фирменные футболки и вот эти вот, как они называются, худи, джерси хоккейные красного цвета. И это выглядело, опять же, впечатляюще. Так вот, и опять же, наверное, 90% из всех, кто был одет в символику Вашингтон Capitals, имели на спине цифру 8 и фамилию Овечкин. Мне было особенно, конечно, приятно россиянину видеть тысячи и тысячи Овечкиных посреди американской столицы. Он действительно там кумир. Кумир, которого ценят, уважают. И, как мы видим, с 2019 года прошло еще 6 лет почти, и он продолжает завоевывать любовь публики. Правда, наверное, карьера близится к концу. В общем, и, знаете ли, на этом фоне мобильный оператор, по-моему, Мегафон, решил базовую станцию своей связи назвать в честь рекорда Александра Овечкина. Что только не придумают ради маркетинга. Новый объект увеличит покрытие и скорость мобильного интернета, видимо, это рекламная статья, до 585 мегабит в секунду на одной из главных досуговых площадок столицы России, на территории ВДНХ, получается. Ничего себе. С технологией 4G такие скорости декларируют. Удивительно. Неужели на самом деле это правда? В общем, вот такой вот Овечкин, такая вот история. По поводу Овечкина хорошо высказался Шмурнов на «Дожде». Шмурнов, спортивный комментатор, да? Угу, любопытно. Наверное, он сказал что-нибудь важное и острое. Вообще, конечно, всегда вот в нашей с вами картине мира есть главный вопрос, главная парадигма. А что он думает по поводу, он и вообще кто угодно думает по поводу войны? Занимает ли он хотя бы скромную, но все-таки определенную позицию антивоенного характера? Тут все не так, тут все печально, и с Овечкиным оптимизма немного в этом направлении. Вот. В США вообще города не супер большие, за исключением Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Всего вроде 6-7 миллионников. Да, примерно так, что для меня тоже было открытием. Ну, Нью-Йорк, наверное, все-таки назовем, как самый большой. А Лос-Анджелес тоже, а вот... ну вы же назвали Нью-Йорк, господи, да, конечно. Для меня открытием было, например, что и в Германии города меньше миллиона, все, кроме Берлина. Вот. И как бы даже крупные такие центры финансовые, там, я не знаю, логистические, вроде Франкфурта на Майне, это города с населением меньше миллиона человек. Да, как правило, везде есть агломерация. Это целый ряд городов, расположенных рядом в сумме, которые дают прямо по нескольку миллионов человек. Но отдельные муниципалитеты в виде городов действительно не очень большие. В Соединенных Штатах то же самое.
Ну что ж, вот так вот у нас сегодня среди новостей нашлись такие, знаете ли, массовые глобальные темы в связи с достижениями людей в спорте и в культуре. То, что Хамай, башкирская песня, впервые в истории, на самом деле, занимает лидирующие позиции в хит-парадах, это, конечно, потрясающе. Это удивительно. Это то, над чем можно думать, размышлять. И уже совершенно не важно, какое там произношение у солистки, как она произносит эти слова, это уже фишкой стало. Понятно, что подавляющему большинству слушателей вообще непонятно, о чем она поет, и не важно, как она эти слова произносит. Но то, что люди теперь узнают о Башкортостане, о башкирах, узнают те, кто об этом ничего не знал. Вы же знаете, что у нас очень много внутри страны не самых образованных людей, скажем, которым скажут, что ты из Башкортостана, а они могут спросить, а есть ли у тебя российский паспорт, ну что-нибудь в таком духе. А тут хоть узнают, что, оказывается, есть люди очень симпатичные и талантливые внутри страны, и у них есть свой язык и культура, и, наверное, у них есть свои какие-то интересы, о которых стоит поговорить как минимум для того, чтобы, скажем так, наладить нормальные отношения. Вот. Спасибо, друзья. Завершаем. Про лайк, пожалуйста, не забудьте. И про поддержку нашего канала по возможности также не забывайте. Я с вами прощаюсь. До встречи завтра. Будьте здоровы и пока. Thank you.